Меньше недели осталось до второго тура выборов президента Республики Абхазия. По итогам первого тура на пост главы государства претендуют Рауль Хаджимба и Алхаз Квитзиния. Согласно данным первого тура, явка избирателей была невысокой. Каким будет второй тур, прогнозировать сложно. Однако мы все же попытались выяснить у жителей столицы, пойдут ли они на выборы. Ждем сейчас на 8 числа, пойдем выберем. Кто из них останется? Но вот я от себя просто желаю им, чтобы они все делали для нас, быть хорошо. А тот, который не победит, чтобы своими знаниями помог ему тоже, чтобы он улучшил, наш двойной был. Вот это мое мнение. Не прошел мой кандидат, буду голосовать за лучшего из тех, кто остался. Против всех точно не буду голосовать. А вы сейчас должны состояться дебаты, будете ли вы их смотреть? Двух кандидатов, правильно? Да. Конечно, буду смотреть. С удовольствием посмотрю, послушаю. У кого какая программа, кто что предложит для процветания Абхазии. Посмотрим и сделаем выбор. Будем голосовать за кого-то. Выберем кого-нибудь достойного. Всегда ждем чего-то хорошего, лучшего. Ждем, мы надеемся. Мунир Куджба переехал в Абхазию из Сирии 6 лет назад. Он давно мечтал вернуться на историческую родину. Для него важно принимать активное участие в жизни своего государства, важно выразить свою гражданскую позицию. Ходим на выборы обязательно. Мы последний раз были и еще будем. Мы ожидаем, чтобы действительно для Абхазии была лучше и смогли что-то решить некоторые проблемы. Среди опрошенных были и те, кто высказал переживания по поводу проведения второго тура. Многие же уверены, что все пройдет спокойно. В списке избирателей Абхазии более 126 тысяч человек. Почти два кандидата основных, да, скажем так, вровень идут. Еще неизвестно, как будут голосовать остальные избиратели. Неизвестно, кому же дать вообще преимущество. Потому что в таких случаях неизвестно, как поведут себя другие избиратели. Поэтому, когда нет такого разрыва между кандидатами, до последнего, наверное, надо будет ждать вообще результатов выборов. Потому что некоторые доли процентов могут решить судьбу выборов. Я вам напомню, что в 1960 году в США что произошло между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. В 0,5% выиграл Джон Кеннеди. Это в такой самой большой стране США. Такое же событие произошло, между прочим, в 80-х годах между Альбертом Гором и Джорджем Бушем. То есть такое же событие может произойти и в Абхазии. Уже 8 сентября граждане страны смогут сделать свой выбор. По результатам нашего опроса все едины во мнении, что выборы должны завершиться спокойно, и каждый гражданин должен выполнить свой гражданский долг во благо будущего своего народа. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.